которые вчера на территории республики были проведены, их свыше 150, они все отрицательные. С сегодняшнего дня начинается также уже в тестовом режиме работа лаборатории в Нерингре. То есть мы расширяем постепенно зону действия лаборатории. И на следующей неделе наша задача уже кроме Нерингра также и в Мирном открыть лабораторию, которая будет на месте делать анализы. Ну, конечно, главная новость последних суток – это обращение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, который, исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации в целом по стране, счел возможным продлить действие карантина в целом по стране до 30 апреля. Объявлены нерабочими днями. Мы уже ночью соответствующий указ у нас выпустили. Конечно же, сохраняются те ограничения, которые есть у нас в первую очередь по нашим 4 муниципальным образованиям. Но при этом хочу сказать, что у нас есть уже легкая такая, знаете, ну пока еще легкое чувство стабилизации. Мы видим, что ситуация улучшается. И если ситуация будет и дальше также улучшаться, не будет новых заболевших, то я считаю, что где-то через неделю мы уже начнем принимать решения по республике в целом по облегчению режима. Но еще раз говорю, это только в том случае, если у нас не будет новых заболевших, если не будет ухудшений. Ну и по городу Якутску определенные ограничения нам, наверное, надо будет уже на следующей неделе снимать, особенности в части общественного транспорта и других ограничений. Мы сегодня на оперативном штабе вопросы рассмотрим, и потом соответствующие решения будут приниматься. Это будет делаться для как раз поддержки, ну, в целом для облегчения жизни людей здесь. Много вопросов задается, как будут выдаваться спецпропуска и так далее в Якутске и в других наших муниципальных образованиях, которые у нас сегодня на более жестких режимах ограничений работают. Я считаю, что никакой необходимости пока вот такой жесткий режим вводить вплоть до спецпропусков у нас в Якутии нету. И, конечно же, самое серьезное внимание мы должны сегодня уже уделять вопросам восстановления нашей экономики, малого, среднего бизнеса после преодоления пандемии коронавируса. Я, опять же, вчера ночью подписал указ о мерах по стабилизации экономики, по стабилизации социальной сферы. Много мер у нас расписано дальнейших по малому бизнесу, не только по тем отраслям, которые наиболее пострадали от сегодняшней коронавирусной инфекции, но и в целом всей отрасли малого среднего бизнеса. Есть поддержка и уже отдельных отраслей, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной сферы, наших системообразующих предприятий. Уверен, что все эти меры позволят нам решить главную задачу. Главная наша задача – не допустить резкого роста уровня безработицы, не допустить резкого падения доходов якутян. И правительство, и в целом власти республики сделают все, чтобы этой задачи достигнуть. Тем более у нас сегодня достаточно большие, хорошие решения принимаются нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным для оказания поддержки населению, начиная от налоговых каникул и кредитных каникул, заканчивая уже мерами прямого стимулирования тех или иных отраслей экономики. Поэтому я уверен, что эти задачи все будут выполнены, но и все равно наша главная задача на сегодняшний день, основной части населения, это все-таки режим самоизоляции. Никуда не выходить без крайней необходимости, сидеть дома, соблюдать те правила, которые установлены этими нормами самоизоляции для того, чтобы беречь и свое здоровье, и здоровье своих родных и близких. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии с последней информацией о ситуации по COVID-19 в регионе. Оставайтесь с нами.